В эфире программа «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. Ледовые переправы продолжают открываться в Якутии. Сейчас в регионе действуют 4 ледовые переправы. Исполнение указа по социально-экономическому развитию Алмазного края, открытие моста через реку Чонолыр. Глава Якутии с рабочим визитом в Мирном районе. Свежее мясо на прилавках Якутска. В столице республики стартовала ярмарка мясной продукции «Идеге». Педиатрическая служба Якутии отмечает столетие. Вопрос сохранения здоровья детей всегда стоит на первом месте. 225 лет со дня рождения классика. В честь этого филармония Якутии готовится выступить с концертом «Пушкинский венок». Дорожная техника выехала на пробивку автозимника МОМа в Якутии. Работникам предстоит обустроить автозимник протяженностью 145,24 километра. По данным предприятия «Дороги Арктики» задействованы 2 дорожно-строительные машины «Кировец», автомобиль сопровождения «Урал-Вахта», а также 2 дорожных рабочих. Также в Якутии открыли ледовую переправу по направлению Хону-Соболох. Разрешен проезд машин весом не более 3 тонн. Ранее в Момском районе открыли проезд через реку Индигирку по направлению Хону-Борсысы для автомобилей весом до 3 тонн. Сейчас в Якутии работают 4 ледовые переправы. Еще 2 открыты в Амгинском и Жиганском районах. Через реку Амгу по направлению Амга-Чекыр до 3 тонн и через реку Стрекаловку, Жиганск, аэропорт до 5 тонн. Сегодня глава республики Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Мирнинский район. В начале дня глава провел совещание, посвященное исполнению указа по социально-экономическому развитию Алмазного края. Далее глава принял участие на открытии моста через реку Чонолыр на автодороге Анабар. Это уже 55-й мост, введенный в республике за последние годы. Подробности в следующем материале. Автодорога Анабар неразрывно связана с становлением и развитием алмазодобывающей промышленности в Якутии. Это важнейшая жизнеобеспечивающая дорожная артерия, а мост через реку Чонолыр является стратегическим для развития Южной Якутии. Благодаря проекту федеральному по безопасным качественным дорогам район и республика, можно сказать, получил такой хороший современный объект. Но вместе с тем мы здесь не успокаиваемся. У нас много работ и по федеральной дороге Вилюй, и по региональной дороге Мухтуя, ну и в целом по улично-дорожной сети наших здесь населенных пунктов, и Мирной, и Удачной, и Хал, и эта работа будет продолжаться. На реконструкцию моста длиной в 1 километр, включая подходы, вложено более 476 миллионов рублей. Ввод моста – это прежде всего результат ударного труда строителей. Благодаря их слаженной профессиональной работе мост сдан в срок, даже с некоторым опережением графика. Здесь зимой постоянно, когда была объездная дорога, мешала наледь, потому что она заливала объездную дорогу, она подпирала временный мост Сарм, который здесь стоял. Ну, вы видите, у нас этому мосту не будет страшна никакая наледь уже, потому что у нас высота опор, самих опор, я имею в виду от грунта до ригеля, они 5,5 метров. Плюс высота у нас еще наших пролетных строений больше 2 метров. У якутских дорог своя особая судьба. На огромной территории, в суровом климате эти артерии жизни прокладываются дорогой ценой. Так, в этот мост через реку Чонолыр подрядчики и работники дорожной отрасли вложили огромный труд. И теперь в этой горной, сложной, суровой зоне есть дорога, соответствующая всем требованиям. Анна Васильева, Мирный. Сегодня ровно месяц с того момента, как был дан старт строительству Ленского моста. Работу по его возведению будут производиться одновременно с 2 берегов, а после прохождения ледохода строители приступят к водной части строительства. На строительной площадке побывала и наша съемочная группа. На сегодняшний день строители приступили к установке 17-й сваи для 6-й опоры будущего моста. 6-я опора находится ближе всего к руслу реки, поэтому работы по ней ведутся в первую очередь.
1 свая в день – это стандартный хороший темп. Вот. Мы по этому темпу сейчас работаем. До 31 числа мы сделали штамповые испытания грунта, подтвердили несущую способность свай и продолжили выполнение стандартных работ. То есть с 31 числа на сегодняшний день ведется сооружение 17-й БНС, 18-й свая. По графику до конца года план 50 свай исполняется. Строительство Ленского моста поистине масштабное мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Поэтому при планировании работ было учтено все до мелочей. Здесь сейчас в Якутске, по сути, создается новая индустрия. Потому что таких мостов никто в мире не строил. И сюда заводятся в том числе уникальные технологии. Используются специальные бетонные заводы в арктическом исполнении. Сейчас здесь собирается очень мощная производственная база, которая позволит реализовать этот поистине уникальный проект. 2 завода были изготовлены на заводе в Златоусте по заказу именно в специальном арктическом исполнении, который предусматривает утепленные конструкции, которые позволяют работать в зимний период и производить бетон. Для обеспечения работ на обоих берегах реки будут воздвигнуты 4 технологические площадки. На данный момент в районе Табаги подготовлена первая, которая обеспечит всем необходимым нынешний этап строительства. Технологическая площадка предназначена для размещения производственной базы. Вот. Также на этой площадке будет располагаться жилой городок для размещения рабочих. В настоящий момент технологическая площадка отсыпана более чем на 90%, и для текущей стадии выполнения работ на объекте она выполнена в полном объеме. На территории этой технологической площадки выполняется изготовление арматурных каркасов для сооружения свай. И в текущий момент мы выполняем сооружение производственного цеха. Здесь же, на технологических площадках, весной будут собираться кофердамы – огромные металлические конструкции, которые будут затоплены посреди реки и служить основой для свай. Тогда же весной начнутся работы по забивке свай и установке опор на водном участке моста. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Якутскэнерго получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов от Министерства энергетики России. Документ подтверждает готовность энергокомплекса компании обеспечивать надежное снабжение электрической и тепловой энергией в условиях низких температур. Так, предприятие в ходе подготовки к сезону пиковых нагрузок направило на ремонт и модернизацию энергообъектов около 5 миллиардов рублей. Проведен ремонт основного генерирующего оборудования Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС Новая, ЕТЭЦ и на каскаде Вилюйских ГЭС. Тем временем в столице республики стартовала ярмарка мясной продукции ИДГ. Жители и гости столицы имеют возможность запастись свежим мясом и поддержать местных товаропроизводителей. Подробнее об этом в сюжете далее. Для удобства покупателей на территории ярмарки работает цех по распиловке мяса. Мясо продают полутушами и четвертинами, что позволяет наглядно отследить по печати место его происхождения. Во время ярмарки работает представитель Роспотребнадзора. При этом создана площадка в системе «Меркурий». У каждого участника есть ветеринарное свидетельство, есть санкнижки на продавцов. И на самих мясах есть штамп о том, что это местное мясо. У нас здесь среди участников только местное мясо. Привозного мяса нет. Жеребятину можно приобрести от 900 до 1500 рублей. Цены на говядину варьируются от 700 до 1000. Килограмм говяжьего фарша – 850 рублей. Помимо всего перечисленного продают и деликатесы. Потроха по 600. И это была жеребятина, кровяная колбаса есть по 2000, харта 1200. И это жеребятина, печень 4500. Все. А вот скажите, пожалуйста, у вас есть сертификация? Да, все есть. Ага, конечно, все есть. И Меркурий, и все есть. Свою продукцию представили 34 участника. Это и сельхозпроизводители, фермеры и поставщики из центральных районов республики. Начинается от 1200 жеребятина. Разные, но дорого. Для пенсионеров особенно дорого. А вы проверяете их сертификаты? Или доверяете? Доверяем, обычно доверяем, берем вот так вот, не проверяем. Местную обычно не проверяем. Для горожан помимо мяса представлена копченая и свежемороженая рыба. Например, за кобяйские караси придется отдать 450 рублей за килограмм. Цена за кило чира – 750, за полтора – 950. Мы с Ульчанского района, село Томат. У нас участок есть.
община называется СПК Курочандан. Тоже вот чир, сами рыбачим. Продукция, сертификат тоже у нас еще есть. Кубота, лицензия, все оформлено как по требованию. Ярмарку можно посетить в течение выходных. Она продолжится до 17 ноября с 10 до 5 вечера. Помимо этого, в декабре развернется еще одна ярмарка, на которой после открытия автозимника представят свою продукцию участники из Заречья. Таяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. Специалисты управления Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в зоопарк, который находится по улице Федора Попова в Якутске. В нем проживает более 100 животных. Специалисты ведомства рассказали об обязательных требованиях к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Более подробно они остановились на требованиях транспортировки животных за пределы зоопарков, а также нормативно-правовой документации при осуществлении деятельности. Россельхознадзором проводится процедура лицензирования. Там по требованиям, по содержанию мы смотрим, по зданию, помещению, территории. И обязательно у соискателя или лицензиата должен быть работник. Условия должны у каждого животного по вольеру размеры разные. Например, у уличных вольеров должен быть обязательно навес, защита от солнца. В каждом вольере должен быть укрытие, домик, где он может спрятаться и отдохнуть. Количество социальных предпринимателей в России увеличилось почти до 12 тысяч в этом году, что в 4 раза выше показателя 2020 года. Сейчас в социальных предприятиях занято почти 60 тысяч работников. Они реализуют свыше 100 видов продукции или услуг. Статус социального бизнеса присваивается тем предпринимателям, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию либо осуществляет общественно полезную деятельность. Педагоги и воспитатели детского сада номер 10 Тулукчан применяют современные технологии воспитания и обучения детей. В этом году детское учреждение участвует в конкурсе программы поддержки местных инициатив с проектом «Спортивный 3D-комплекс» и «Бабашки». «Бабашки» – это деревянный конструктор с избыточным количеством форм и деталей для дошкольного и младшего школьного возрастов. С прошлого года садик Тулукчан стал единственным в городе федеральной площадкой по моделированию Всероссийской организации «Воспитатели России». Участие в программе поддержки местных инициатив – это прекрасная возможность укрепить материально-техническую базу образовательной организации, создать с помощью софинансирования от государства прекрасные условия для развития детей. И здорово, что есть такие проекты. Бабашки развивают у детей мыслительные операции, развивают общение, дети уже между собой общаются. И наши педагоги для этого очень стараются, учатся у нашего куратора Сергея Плохотникова. С 2023 года педагоги Тулукчан работают с бабашками, находят интересные темы, участвуют в различных тематических проектах, фестивалях и показывают неплохие результаты. Подготовительная группа детского сада занимается бабашками с 2020 года. Благодаря этому проекту дети развивают инженерно-пространственные навыки. Если сначала дети строили плоские, невысокие постройки, то сейчас конструкции делают выше себя ростом. 3D-комплекс – это многоуровневое развивающее пространство для детей 7-3 лет. Этот комплекс развивает ребенка в 3 направлениях – личностном, социальном и двигательном. Как инструктору по физическому воспитанию мне бы хотелось затронуть двигательный аспект. Основная его задача – это насытить жизнь ребенка движением для его физического и психического развития. Этот комплекс прививает любовь к физкультуре, создает условия для развития физических качеств и умений, саморегуляции. Ребенок учится чувствовать опасность и безопасность. В столице республики выполнили операцию по трансплантации роговицы. Операция выполнена с помощью современных технологий, что позволило повысить эффективность лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями роговицы, глаукомой, патологией сетчатки и миопией у детей. За выполнением операции наблюдали врачи-офтальмологи. Теперь они смогут правильно расценивать современные методики в ранней диагностике глаукомы.
Сейчас достаточно активно изучаем у нас особенности нашего организма, потому что мы живем, у нас регион особенный, мы живем с вами в условиях низких температур достаточно длительное время. А вот у нас имеются еще и этнические особенности, это тоже играет значительную роль. Поэтому вообще-то для нашей популяции среди наших коренных жителей характерны так называемые дистрофии роговицы, когда роговица дистрофически изменяется с возрастом. Вопрос сохранения здоровья детей всегда стоит на первом месте. Педиатрическая служба Якутии отмечает столетие. Охрана здоровья ребенка – особая служба здравоохранения. В республике с 2011 года организована трехуровневая система оказания медицинской помощи детскому населению. Обеспеченность врачами-педиатрами по республике сегодня составляет 98%. В этом году особое внимание было уделено репродуктивному здоровью подростков. Разработан проект региональной модели здорового питания школьников, продолжилось совершенствование реабилитационной службы республики по оказанию ранней помощи детям до 3 лет. Также разработан проект борьбы с ожирением детского населения. Мы празднуем такую большую дату – 100 лет. Из них 50 с лишним лет я работаю педиатром. И нисколько не пожалела, что я выбрала эту специальность, потому что это самое благородное – оказывать помощь детям. Ежегодно почти 2000 детей проходят через наше отделение. То есть это большая помощь детям. Ну и вообще профессия благородная. Поэтому мне сегодня хотелось бы всех педиатров поздравить с сегодняшней датой. В горно-обогатительном комплексе Инаглинский стартовал фестиваль национальных блюд. Посетителям столовой будут предлагаться блюда разных народов мира. Подробнее расскажут наши коллеги из Нерингри. Первое мероприятие в рамках фестиваля было посвящено таджикской национальной кухне. Каждый мог попробовать блюдо с дегустационного стола, а затем купить его на линии раздачи. Обилие ароматов пряных специй и сотрудницы в национальных костюмах придали торжественности обычному приему пищи работниками. Хочется обратить внимание на то, что мы стараемся каждый день становиться все лучше. Это касается и социального пакета, и бытовых условий. В связи с этим проводятся регулярные проверки, проходят встречи с трудовыми коллективами. И, соответственно, абсолютно все пожелания, которые высказывают наши сотрудники, мы стараемся в кратчайшие сроки реализовывать и становиться с каждым днем все лучше и лучше для того, чтобы работники чувствовали себя даже на работе как дома. Для нас это самое важное, что только может произойти. Гости праздника смогли ознакомиться с производственными цехами и узнать о нововведениях в области питания работников горно-обогатительного комплекса. У нас ежедневно присутствует рыба, ежедневно присутствует говядина, свинина, курица, потому что наше питание, наш пункт питания столовой посещают, люди разных наций. Есть люди, которые не едят свинину, то есть мы предусматриваем даже такой момент, чтобы любой человек, любой нации мог найти то блюдо, которое ему подходит. И мы сейчас прорабатываем также в цикличное меню блюда дня. Каждый день на раздаче людям будет представлено одно блюдо дня из национальной любой кухни. То есть это может китайская, корейская, Таджикистан, то есть всех дружественных стран. Колмар – многонациональная компания. Такие мероприятия не только украшают рабочие будни, но и помогают сотрудникам узнать друг друга лучше, проникнуться уважением к этнической культуре коллег. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерингри. За 9 месяцев этого года 848 лучших работников сельских учреждений культуры получили господдержку в рамках национального проекта «Культура». Программа стартовала в 2019 году. За это время власти поддержали больше 9 тысяч творческих инициатив, 194 тысячи работников сферы и управленцев повысили квалификацию, 30 тысяч из которых с января по сентябрь этого года. По поручению президента со следующего года стартуют новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры войдут в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В частности, планируется переоснастить кинозалы, библиотеки, театры и музеи. В Музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 85-летию выдающегося мелодиста Валерия Ноева.
Выставка представляет собой уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством композитора, оставившего значительный след в истории музыкальной культуры. Посетители могут увидеть ценные экспонаты, раскрывающие различные грани жизни и деятельности Валерия Ноева. Среди них родословное дерево семьи Ноевых, позволяющее проследить историю рода, а также личные вещи и документы мелодиста. Экспозиция Валерия Ноева будет работать до 10 декабря. Нам помогли Музей музыки и фольклора Республики Саха-Якутия, а также Краеведческий музей Мегана Кангаласского улуса и села Батара-Сымах имени героя Федора Попова. Поэтому усилием всех вот этих наших музеев, Краеведческого музея имени Ярославского и всех музеев, и родни, детей, выставлена эта выставка. В Доме дружбы народов имени Кулаковского сегодня прошел День корейской культуры. Прозвучали корейская музыка и песни, также продемонстрировали традиционную одежду ханбок. Провели национальные игры ют, тухо и тапчи. Гости мероприятия попробовали корейскую кухню, в том числе национальные блюда кимчи и панчан. День корейской культуры организован Ассоциацией корейцев в Якутске и приурочен к 160-летию переселения корейцев в Россию. Большие праздники значимые. Это Новый год по лунному календарю. Вот где-то на конец января и где-то начало февраля, в общем, где-то до 15 февраля это выпадает дата. И еще большой праздник, осенний чусок, праздник урожая. Вот мы все эти мероприятия провели совместно с Саха-корейской школой. Филармония Якутии готовится выступить с концертом «Пушкинский венок». Мероприятие посвящено 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На суд зрителей концерт будет представлен уже в конце этой недели. Подробнее о том, как идет финальная подготовка к нему, расскажет в своем сюжете Тимур Калмогоров. 36 солистов симфонического хора филармонии Якутии выступят на концерте, исполнив известные песни и романсы российских композиторов по мотивам произведений Александра Пушкина. Подготовка к ответственному мероприятию проходила на протяжении целого года, где хор с небольшими представлениями выступал в школах и театрах республики. У каждого солиста в хоре четко определена своя роль, которой они должны придерживаться. Это, с одной стороны, и просто, с другой стороны, и сложно. Просто в том плане, что у тебя всегда есть коллеги, которые поют вместе с тобой, которые поддержат тебя, где надо, там перехватят дыхание, и нота будет идти ровно, длительно. С другой стороны, ты не можешь в хоре солировать, чтобы не нарушать гармонию, не нарушать баланс. Вот. И с этой точки зрения это, конечно, немножко тяжеловато. Также хором будет исполнена часть произведения Георгия Свиридова «Пушкинский венок». Главной задачей солистов и в особенности руководителя хора является передача чувств и эмоций для слушателей. Поэзия Пушкина очень высока, и для того, чтобы ее проинтонировать, требуется очень много душевных, трепетных, чувственных, сердечных затрат. Для того, чтобы интонация мысли Пушкина была более услышана нашим зрителям, это требуется огромная работа звука. Поэтому мы очень усиленно над этим работаем. Концерт пройдет в Якутске в стенах Римско-католической церкви 17 ноября в 17 часов вечера, позволив всем желающим окунуться в мир музыки, а также поэзии русского классика Александра Пушкина. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Чемпион Кубка Европы Карина Ефимова рассказала журналистам про свою победу на континентальном турнире по дзюдо. Она выступала в весовой категории 52 килограмма. Открытый Кубок Европы прошел в Сараево. Карина провела на татами 3 схватки. В полуфинале она одолела Николину Нисавич из Сербии, а в финале уверенно победила дзюдоистку из Косово. Отмечается, что Карина в истории якутского дзюдо является 3-й чемпионкой России. До нее золото завоевывали Нургуяна Никифорова и Анна Моисеева. Подводились очень ответственно, все прошло успешно, тем самым я подтвердила свое чемпионство, забралась на высшую ступень, чему я рада. Дальнейшие планы — защищать честь
России, Республики Саха-Якутия на международных стартах, которые у нас будут вот с января начнется. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.